Знал, на станции еще кто-нибудь есть? Ты видел? Я был с Арториусом не один. Каждому из нас приходилось размышлять над извечным вопросом человечества. Одни ли мы во Вселенной? А если не одни, какие они, другие миры и планеты? В поиске ответа на этот вопрос главный герой пьесы, психолог Крис Кельвин, прибывает на станцию планеты Солярис, где присоединяется к группе ученых. Человечество уже веками бороздит звездные дали, но эта планета особенная. На ней есть жизнь, и представлена она всего одним существом. Зато каким? Разумным, способным творить одновременно ужасные и чудесные вещи. Это первая такая серьезная роль у меня. Я тоже изначально думал, что там должен быть постарше какой-то актер, который будет играть эту роль. Вот. Поэтому для меня тоже распределение было удивительное какое-то. Потом мы поговорили с режиссером, и я понял просто, чего он хочет и от чего хотел отойти вот от этих вот изначальных канонов возрастных, наверное, в этом романе. Роль серьезная, роль тяжелая, волнительная, не знаю, я уже не сплю, наверное, нормально больше 2 недель, но будем справляться с этим. В основе спектакля «Солярис» фантастический роман Станислава Лема, дополненный новыми сценами и более развернутыми персонажами. Постановка своего рода продолжение размышлений, заложенных в известном произведении. Мой персонаж – это первая группа исследователей, которая полетела в космос, но потом вернулась на Землю. А другие ребята – это вторая группа, которая непосредственно уже находится на Солярисе. Наши образы, они в романе затронуты, но не раскрыты. И мы, кстати говоря, мы их дописывали сами, сочиняли, придумывали, компоновали. С момента выхода в свет книги «Солярис» прошло уже 60 лет. За все эти годы роман не утратил актуальности и продолжает волновать умы поколений. Автор поднимает множество серьезных проблем – моральных, философских, социальных. Мне предложили сделать этот роман, и, в общем, сразу согласился. Потому что, с одной стороны, вроде как название всем известное, с другой стороны, мало кто, наверное, читал его именно сам роман. Но мне кажется, фантастика – это же очень театральная вещь на самом деле, и, может быть, зря, что так очень редко у нас она появляется в театре. Казалось бы, это какой-то удел кино, но мне кажется, у театра же гораздо больше возможностей, поэтому он может сделать из такого классической научной фантастики, такого старого образца, что-то такое очень интересное и новое. Подготовка и выпуск спектакля – это важный и ответственный момент работы. От распределения ролей до изготовления костюмов и подгонки декораций. Работа над спектаклем началась в первых числах января. Уже около 2 недель репетиции проходят в режиме нон-стоп. Сложно, наверное, создать какое-то ощущение неземного чего-то, чтобы артисты существовали в пространстве, где они не сидят на 2 стульях и не разговаривают, да, а они были бы в каких-то других предлагаемых обстоятельствах, другого мира, другой реальности, чтобы у них голоса по-другому звучали, чтобы они как-то двигались по-другому. Вот это, наверное, такое самое комплексное, сложное. Премьера спектакля «Солярис» состоится 3 апреля. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.